Умар Сельмурзиевич Балкоев родился в селе Годоборшево. На военную службу его призвали в 1939 году. Войну Умар встретил в Польше. Первый бой принял на станции Рудни, также оборонял станции Канатон и Бахмач. В 1942 году его военчасть перебросили в Сталинград, в Кругловский район. После его освобождения Умара направили в Воронеж в составе 134-го дивизиона, который затем перешел в наступление в Курскую область для освобождения района Старый Оскол. За мужество и храбрость, проявленные в этих боях, был награжден медалью за отвагу. Вторую медаль за отвагу он получил за участие в боях на Харьковском направлении, где его батарея подбила 3 немецких танка и отбила атаку немцев. Это было село Титов. Умар был перенаправлен туда после освобождения города Усман, где он получил ранение и 1,5 месяца провел в Санбате. После лечения продолжил военную службу в составе 627-го противотанкового артиллерийского казачьего полка. В нем проходил службу с 43 по 45 годы. Наступление 1944-го позволило Красной армии перейти к освобождению от немецких оккупантов ряда стран Европы. Умар Балкоев принимал участие в боях за освобождение Польши, Венгрии, Румынии, Югославии, Болгарии и Австрии. Свою 3-ю медаль за отвагу он получил накануне Дня Победы за участие в боях на Карпатах. Умар Сельмурзиевич был отмечен многими благодарностями, а также другими боевыми наградами, в том числе медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за взятие Будапешта, за орденом Отечественной войны 2-й степени. Из воспоминаний Умара Балкоева, который делился с родными о военном времени, известно, что самым тяжелым для него стал бой за город Будапешт. В Румынии он участвовал в освобождении городов Роман и Нефтехазе. Победа застала Умара в Австрии. За проявленное мужество ему присуждено звание Героя Советского Союза. После войны он вернулся домой, активно занимался трудом и воспитал 8 детей. Залина Могушкова, Магомед Дидигов, Новости 24.